На протяжении 6 лет фонд «Горная Абхазия», которым я руковожу, осуществляет проекты разной направленности. Была осуществлена первая в Абхазии международная поисковая экспедиция, посвященная памяти советских войн. Мы также занимаемся популяризацией летнего, зимнего и экстремального туризма. В этом направлении мы продвигаем совместные туристические проекты горно-климатического курорта «Красная Поляна» с рекреационными объектами Абхазии. Приветствуем всех, кто приехал сюда и кто хотел бы включиться в эту работу, которая очень благородная по своему содержанию. И главное, что к этому подключается молодежь Абхазии. Молодежь Абхазии, которая постепенно выстраивает отношения с молодежными организациями России. И у вас очень большой потенциал в этом. Мы приветствуем всех тех, кто решил часть своего времени, часть своей жизни посвятить вот этой непростой работе. У нас впереди, я думаю, что большие дела и в сфере восстановления культурных ценностей, исторических ценностей, и поиск и захоронение погибших в Великой Отечественной войне. Я думаю, что это наш общий долг. Это очень благородная работа. Мы готовы помогать и в рамках группы дружбы, мы готовы помогать вам и своим интеллектуальным ресурсом, который есть в Совете Федерации, с тем, чтобы развивать отношения между Россией и Абхазией. И я вам желаю в этом больших успехов. Я на самом деле хочу сказать спасибо Юрию Леонидовичу, Игорю Николаевичу за поддержку. Эта поддержка, она очень ценится. Я уверен и знаю, что она очень ценится в Абхазии. И, знаете, то есть поколение в поколение передается то, что было сделано, в том числе в самое непростое время для нашего маленького, но гордого народа. Молодежь умеет смотреть в будущее и хочет поддерживать свою культуру, сохранить памятники культуры. Это очень приятно, и мы всячески, конечно, будем это поддерживать. И я уверен абсолютно, что вы, наши коллеги, сенаторы, окажут нам большую помощь в том, чтобы это движение двигалось вперед. Спасибо большое. В этой деятельности этого фонда, в этой поисковой деятельности мы, например, видим несколько положительных моментов. Во-первых, позиционируется Абхазия как страна, которая не позволит, по крайней мере, у себя на территории переоценивать результаты Великой Отечественной войны. Тысячи людей ушли на фронт, практически все боеспособное мужское население Абхазии на тот момент участвовало в Великой Отечественной войне. В процентном отношении одна из самых награжденных наградой Героя Советского Союза. Поверьте, это до сих пор еще имеет такое животрепещущее значение для нашего населения. Вот здесь коллега говорил о памятниках. Конечно, эти памятники 50-х, 60-х, почти весь советский период устанавливались, люди искали, люди целеустремленно шли на эти перевалы. И сегодня с подачи российских ребят, вот из поискового движения, наши ребята подключились. Для нас это просто новый опыт. Одним из таких проектов, успешным, на наш взгляд, является видеообращение послов доброй воли Абхазии к послам доброй воли ООН с призывом обратить внимание международного сообщества к вопросам сохранения уникальных христианских памятников, которые являются историко-культурным наследием как Абхазии, так и всего человечества в целом. Мы считаем, что это обращение вызвало весьма позитивный отклик как в абхазском обществе, так и далеко за ее пределами. В стенах ООН отреагировали на это. Несколько депутатов Европарламента буквально в течение нескольких дней после публикации официально записали такое же обращение, изъявив желание пригласить послов доброй воли в стены Европарламента выступить с речью на тему сохранения культурного наследия. Хотелось бы также выразить благодарность членам Совета Федерации за всестороннюю поддержку нашего движения послов доброй воли Абхазии. Это, безусловно, явится дополнительным импульсом к работе в будущем. В Абхазии у нас стоит острая проблема сохранения абхазского языка. Мы довели там школам современные IT-кабинеты по изучению абхазского языка. Также, соответственно, мы запускали онлайн-словари для смартфонов всех видов. Также мы планируем создать и клавиатуру с абхазским языком, тем самым способствуя сохранению, скажем так, и продвижению имиджа нашего родного языка, потому что мы считаем, что без языка нет будущего у народа. Намечен целый ряд программ, направленных по сохранению не только абхазского языка, но и абхазской культуры.
В связи с этим мы надеемся, что все неравнодушные люди, поддерживающие нас, будут оказывать поддержку. Некая такая часть наших идей, надеюсь, в ближайшее время мы их реализуем. Меньше полугода назад я вступила в ряды благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии». И уже в октябре я побывала с доброй и полезной миссией в Абхазии. Мы успели посетить интернат-лицей в Сухуми. Мы побывали в гостях в многодетных семьях и в семьях, где случилось горе, где сильно и безнадежно болеют дети. Это очень важно, понимать, что рядом есть кто-то, кто думает о тебе и кому-то не безразличен. Для меня, конечно, это был колоссальный опыт, это был поразительный опыт, и я ясно вижу, что мы должны продолжать помогать семьям и детям, в чьих семьях случилось неподъемное горе. Мы должны обратить внимание всего международного сообщества на проблемы семей, и, надеюсь, все вместе объединившись, мы сможем помочь семьям и детям жить полноценной жизнью и чувствовать настоящее счастье и радость. Для нас, для всех сегодня очень важно сохранить то культурное, историческое наследие, которое несет в себе абхазская земля. Ведь сотни, если не тысячи лет Абхазия была колыбелью человечества не только на Кавказе, Черном море, но и, наверное, в Южной Европе в целом. И по большому счету те памятники культуры, которые сегодня есть на территории Абхазии, принадлежащие, например, к агвабедийской культуре, которые представляют мировое наследие, представляют наследие, которое мы еще не изучили, полностью не осознали значение для будущего человечества, на сегодняшний день нужно сохранить. И вот на этом мероприятии сегодня прозвучало очень важное, но самое главное последовательное предложение обеспечить конкретными шагами будущее движение за сохранение культурного наследия Абхазии. Сегодняшняя встреча в Совете Федерации – это очень значимое событие. Это еще раз подтверждает о нашем взаимодействии с Россией, о наших добрых союзнических отношениях, и уверен, что это взаимодействие будет залогом успешной реализации проекта, о котором говорилось сегодня на этой встрече. Руководство Абхазии, в первую очередь президент Республики Абхазия Рауль Джункович Хаджимба, поддерживал и будет поддерживать все добрые начинания, все проекты, которые осуществляет Горная Абхазия совместно с Российским географическим обществом, в данном случае с нашими друзьями и коллегами из Совета Федерации.